Прекрасные туркменские ковры, напоминающие бескрайние туркменские просторы, покрытые разноцветными полевыми цветами, берет свое начало из глубины далеких веков. Национальное искусство ковроткачества является одним из основных видов декоративно-прикладного искусства нашего народа. Национальные традиции ковроткачества достойно продолжаются талантливыми и трудолюбивыми туркменскими мастерицами. Прекрасные ковры, созданные на нашей любимой земле с богатейшей культурой, любовью наших прабабушек и бабушек, девушек и женщин, являются элитарным видом национального искусства. Удивительно красивые ковровые полотна являются бесценным сокровищем туркменского народа. Бесподобная красота ковра удивляет и покоряет многих. И за всем этим лежит талант туркменских женщин, их поэтическая душа, удивительное чувство красоты, которые посредством ковровых узелков старались творчески передать художественный образ каждого мгновения счастливой и благополучной жизни. Изысканное искусство, рожденное умелыми руками туркменских девушек и женщин, став на страницах истории путем и судьбой жизни, превратилось в смысл всего бытия. В стране широко отмечается праздник туркменского ковра. Со стороны государства проявляется последовательная забота о туркменских ковровщицах. Туркменские женщины в порыве вдохновения своим кропотливым трудом создавали чудо. Белые юрты, райские скакуны, являющиеся национальной гордостью нашего народа, а также свадебные паланкины украшались самыми лучшими коврами ручной работы. В качестве огромного уважения к туркменскому ковру со стороны государства в 2009 году было построено и сдано в эксплуатацию новое здание Национального музея туркменского ковра. Широко распахнув свои двери, Национальный музей туркменского ковра встречает многочисленных посетителей, где специалисты рассказывают о самом древнем ремесле туркменского народа, об истории туркменского искусства ковроткачества. В Национальном музее туркменского ковра хранятся различные виды ковров. Ковры-гиганты и ковровые изделия, которые привлекают внимание не только туркменских граждан, но и зарубежных гостей. На первом этаже музея расположена туркменская белая юрта, удивляющая всех своим убранством. Белые юрты украшаются ковровыми изделиями, созданными искусными мастерицами.
Это гапылык – изделие, которое вешают над дверью юрты. Различные помпоны, белгушары, то есть юпи – специальные изделия, которым опоясывают юрту, торбы, чувалы, дюе-халак, атмалак и другие ковровые изделия. Дверь белой юрты устанавливают немного ниже, потому что, входя в юрту, необходимо сделать низкий поклон и поздороваться. Над дверью, как уже упоминалось, вешается капалык – ковровое изделие. Кроме этого, в национальной туркменской юрте подвешивается торба – ковровая сумка для хранения домашней посуды. В национальной юрте представлены хорджуны, сотканные такими способами, как читме, варсование и как какма – вбивание. В них пастухи хранили продукты питания, посуду, когда отправлялись на пастбище за скотом. На дверь кибитки также вешали коврик йенси, который делится на 4 части. Узоры и орнаменты на нем немного отличаются от ковровых орнаментов. Мастерицы ткут 2 вида йенси. Они ткутся способом читме и какма. Йенси, выполненный методом какма, называется килим. Во время торжеств и праздников вешают ковровое йенси. С течением времени ковровое искусство совершенствуется. Мастерицы создают все новые и новые ковровые изделия. Прекрасные ковровые изделия экспонируются на выставках, проводимых в нашей стране. Создавая ковровые произведения невероятной красоты, туркменские ковровщицы вносят достойный вклад в дальнейшее развитие и совершенствование национального коврового искусства. Туркменский ковер занимает важное место среди замечательных образцов материальной культуры, созданных туркменами на протяжении всей истории. Ковры, отражающие богатый духовный мир от туркменских женщин, теплоту сердец, любовь к родной земле, являются примером совершенства художественных произведений. Ковроткачество – это национальная гордость туркменского народа. Туркменское ковроткачество, стоящее у истоков развитых культур и передающее быт и культуру нашего народа на протяжении тысячелетий, философию и видение мира и красоты, считается истинным произведением искусства. Удивительно красивые ковры, ставшие символом гармонии, красоты и совершенства, являются прочной основой любви туркменского народа к жизни и почитания национального наследия. Научные труды ученых, исторические сведения, находки, обнаруженные в ходе археологических раскопок памятников, древние ковры, что хранятся в музеях нашей страны и разных государствах мира, воспоминания, заметки известных путешественников, историков говорят о том, что туркменские ковры ткутся с давних времен. Ковры и ковровые изделия, широко используемые в современной жизни, являются наглядным подтверждением того, что туркмены в прошлом создавали великое искусство, которое до сих пор поражает всех своей неописуемой красотой.
В ходе археологических раскопок, проводимых на юго-западе Туркменистана, были обнаружены сведения, подтверждающие тот факт, что начиная с эры неолита и бронзы, ковры и ковровые изделия широко использовались в быту предков туркмен. Хелапин, занимавшийся на протяжении многих лет археологическими раскопками в Сумбарской долине, точнее в 70-е годы XX века, был обнаружен бесценный экспонат, который датируется 2000 годом до нашей эры. Во время археологических исследовательских работ Хелапин обнаружил здесь ковровые ножницы, выполненные из бронзы. При проведении сравнительных работ было подтверждено, что этих ножниц никак не отличаются от тех, что сегодня используют наши ковровщицы. Поднимая вопрос о туркменском ковре, можно отметить свойственные туркменскому искусству в целом традиции живописи. Их истоки и развитие можно проследить по туркменским коврам. А традиции изображений в коврах – это сохраненные, почти без изменений, общие традиции живописи. Верность каждого народа своим традициям, то ли в создании художественных произведений, то ли в понимании мира, рождается в связи традиций художественных и общественных. А сохранение традиций живописи в ковроткачестве туркменского народа свидетельствует о той большой роли, которую играло это искусство в постижении окружающего мира, раскрытии его тайн. Орнаменты на керамических изделиях, обнаруженных во время археологических раскопок, тоже говорят о том, что еще в давние времена наши предки создавали ковры и ковровые изделия. Но, к сожалению, ворсистые изделия, созданные нашими предками на протяжении тысячелетий, не сохранились до наших дней. Причина тому – погодные условия. Но, как мы уже сказали, орнаменты, изображенные на кувшинах, керамических изделиях, очень схожи с современными ковровыми орнаментами. При тщательном изучении строения орнаментов можно сказать, что при выстраивании различных геометрических узоров они использовали очень сложный и тонкий метод. Но это не удивительный метод декора. При строении ковровых орнаментов чувствуется единая ранее утвержденная формула. Составные части орнамента, которые выполняются попарно, создают удивительную окончательную целостность. В действительности, в чем же тайна орнамента? Одним словом, как и во всех религиозных канонах, можно увидеть значение Вселенной, древа жизни и Землю. Соединив воедино, можно сказать, что этот гюль символизирует Землю, вращающуюся в просторах Вселенной. В основе орнаментов этого искусства, созданного в результате сложных математических расчетов, лежит золотое правило измерения. По мнению ученых, орнамент, означающий Солнце, и был создан в давние времена, когда люди поклонялись Богу Солнца. В середине орнамента все средние линии одинаково пересекаются и образуют прямоугольник красного цвета. Это основа орнамента. Линии, которые идут с его центральной точки, словно мысли и философия, простираются во все уголки мира. Во время проведения сравнения керамических изделий, обнаруженных в ходе археологических раскопок, проводимых туркменскими учеными, и современных ковров, было выявлено много схожести. И это говорит о том, что наши ковры берут свои корни с глубь веков. Это находки, фрагменты кувшинов, керамические изделия, что были обнаружены в ходе раскопок, проводимых на памятниках, расположенных на юге Туркменистана. Эти находки датируются 2 тысячелетиями до нашей эры. При создании туркменских ковров мастерицы используют с использованием узелков яра и дюф. Также создаются такими методами, как яке-аргач и гоша-аргач.
Как мы уже отметили, в коврах, созданных нашими мастерицами, отражены их богатый и внутренний мир. Они с помощью узелков смогли передать всю красоту туркменской природы. Здесь вы видите ковры с орнаментами Гушлы-гёль, Дурнак-гёль, Гапса-гёль, Онургя-гёль, Гёгде-гёль. Внимательно рассматривая это прекрасное искусство, пропитанное характером туркмен, заветами предков, его гёли, цветы, каждый узор дарит волшебные виды о судьбе и жизни нашей нации, ее мечте о мире. А такие живописные ковровые узоры, как Элем, Дервезе-гёль, Махраб, Кебей-Олы, Сагдак, Гылычбил, Чархыбелек, Эрик-гёль, Гюлья-яды, Гоша-диш, Йылдыз, наполненные особым смыслом и красотой, надолго приковали к себе взоры сильных мира сего. Они стали украшением наших жилищ, крыльями нашей души. А каждый орнамент – это чудотворное искусство, созданное талантом, надеждами наших бабушек и прабабушек, что является историческим источником, рассказывающим события своего времени. А каждый узелочек туркменского ковра дарит нам нескончаемую мелодию о красоте. И в этот момент в сердце приумножается гордость за наш народ, который передает это искусство из поколения в поколение. Невозможно налюбоваться красотой и великолепием туркменских ковров, которые являются отражением славной истории туркмен. Их по праву можно назвать произведениями искусства. Не замечаешь, как восхищаешься вслух этим прославленным на весь мир чудом, как озвучиваешь пожелание о том, чтобы талант рук, нежность души, чистота сердц, создающих это чудо, были примером из поколения в поколение. Искусство ковроткачества наших женщин играет значимую роль в жизни нашего народа. Ковроделы в наше богатое историческое прошлое украшали дома своими коврами и ковровыми изделиями. Также они создавали немало домашней утвари из ковровых изделий, например, сумки, чувалы и другие. Эта традиция до сих пор продолжается нашими ковроделами. В современном виде сумки наших женщин ткутся и совершенствуются по образцу древних узоров. Ковровое искусство требует врожденного таланта, терпения, умения разбираться в точных науках, а также мастерства находить гармонию в цветах. Вне зависимости от времени, когда было соткано ковровое изделие, оно всегда является чудесным искусством, которое вбирает в себя всю нежность и хрупкость души туркменской женщины. Эти условные знаки обязательно дают хорошие результаты в зависимости от цветового выбора мастериц. Вот эти решения ярко отображены на ковровых сумках, а также на этих ковровых изделиях отражены результаты поисков во имя удовлетворения потребностей в красоте.
древние времена ковровые сумки ткались для использования в быту. Сотканные нашими предками ковровые сумки отличались друг от друга узорами, цветовой гаммой и оригинальностью сплетения узоров. В настоящее время ковровые сумки ткутся нашими женщинами в усовершенствованном виде, в разных формах. Их ткут по желаниям девушек и женщин в разных размерах и формах. Эти ковровые изделия служат для удовлетворения потребностей современных туркменских женщин, прекрасным дополнением к гардеробу. Они являются для них не только необходимостью, но и неповторимым национальным украшением. Туркменский народ большое внимание уделяет возрождению, изучению и сохранению культурного наследия, истории, обычаев и традиций, доставшихся в наследство от предков. А это, в свою очередь, дает возможность еще раз прославить искусство туркмен во всем мире.